Делать ребенку прививки или нет? Этим вопросом задаются, пожалуй, все мамы. Порой и у тех, и других находится достаточно аргументов доказательства собственной правоты. Сыну Тамилы Гиреевой около 1,5 года. Она убеждена, что вакцинация необходима, но прежде чем ее делать своему ребенку, внимательно изучила все «за» и «против» и приняла для себя, как она считает, самое верное решение. В принципе, ко всем прививкам по НАЦ-календарю я не отношусь отрицательно, положительно, если у ребенка все хорошо и ребенок здоров, то есть ему их можно делать, если, конечно же, нет медицинского отвода. Пока я никакую прививку своему ребенку не делала, потому что изначально у нас был медицинский отвод, потом и к году был медицинский отвод, и сейчас в связи с пандемией я не стала делать прививку, потому что нужно сначала обследовать своего ребенка. И когда уже будет ясно, что он абсолютно здоров, я тогда соглашусь на прививку, особенно от полиомиелита. Прививать или нет? В советское время такой дилеммы даже не возникало. Сейчас перед родителями стоит выбор. И многие не делают прививки по той простой причине, что и после них дети часто болеют. Врачи поясняют, вакцинация не дает стопроцентную гарантию, что привитый ребенок не заболеет. Но даже если это случится, он перенесет болезнь легче, благодаря выработанному иммунитету. Надо отметить, что вакцина-профилактика не дает стопроцентной защиты от той болезни, от которой мы прививаем, будь то кори, паротит, полиомиелит. Но можно смело сказать, что дети привитые, они более легче переносят эту инфекцию, и у них, как правило, практически не бывает осложнений на это заболевание. То есть они менее подвержены развитию осложнений. Справиться с недугом без каких-либо осложнений привитым намного проще. Об этом своим пациентам не устает напоминать Люба Ужахова. Она практически каждый день принимает все больше маленьких пациентов. Ведь вакцинация – это своего рода щит против инфекции. Но больше всего ее радует понимание большинства мам о необходимости прививок. Да, вакцина-профилактика в настоящее время, можно сказать, что люди стали ходить заново на вакцинацию. Если раньше был спад, то теперь уже вакцинируется большее количество детского населения. Конечно, есть и те, которые злостные отказники, которые отказываются, но они не так осведомлены о тех заболеваниях, от которых они отказываются. Видимо, поэтому не до конца понимают, в чем опасность не прививать детей. Как раз таки, когда мы прививаем детей, наоборот, мы их сохраняем от различных осложнений. Допустим, полиомиелит может привести к инвалидизации. Дети могут остаться колясочниками, то есть перестать ходить. Корь может дать такое грозное осложнение, как менингиты, энцефалиты. Тоже, да, очень плохо для наших детей. Много вопросов у родителей возникает и об условиях хранения вакцин. Как отмечает Лида Магушкова, в поликлинике лучшие условия и необходимое оборудование, которое позволит поддерживать нужную температуру для вакцин. Каждый пациент может убедиться в этом лично. Вакцинация у нас хранится в холодильнике. Каждая вакцина, у них есть свои полочки, вид вакцины. Температура не должна превышать плюс 8 градусов. Если даже когда свет отключает у нас, бывает, что 2 часа, если прошло, мы эту вакцину ликвидируем, печку сразу идем. А у нас внизу это есть центр хранения вакцины, там генератор у нас стоит, когда свет выключает, мы новую вакцину поднимаем и ложим. Первые прививки новорожденному делают еще в больнице от гепатита и против туберкулеза. Далее строго по календарю. В Роспотребнадзоре отмечают, несмотря на неблагоприятную эпидситуацию, не стоит забывать о плановой вакцинации. Это поможет избежать возникновения в будущем вспышек и эпидемий различных болезней. На данный момент таких вспышек зарегистрировано не было, но расслабляться не стоит. По ее словам, своевременная вакцинация – залог крепкого иммунитета человека. Дело в том, что многие родители сейчас отказываются от вакцинации, потому что они смотрят вот эти фейковые новости в интернете. И поэтому вот лжедоктора, которые вот там сидят и говорят, что не надо вакцинироваться, это что они насильно, никто никому не хочет навредить. Вот если взять ситуацию с вакцинацией полиомиелита, мне хотелось бы остановиться именно на этом. Это ж такая коварная болезнь, острые вялые параличи, они поражают спинной мозг. И поэтому
дети остаются инвалидами. Это очень нехорошие заболевания, которые оставляют вот эти осложнения. И рисковать тем, что ваш ребенок может остаться инвалидом, я считаю, что такую ответственность родители берут на себя. Они подвергают своих детей риску. Корь, краснуха, полиэмилит, коклюш, дифтерия. Существует 9 основных часто встречаемых инфекций, от которых просто необходимо прививаться. Тем более, когда речь идет о здоровье ребенка. Врачам и родителям нужно грамотно подходить к вопросам вакцинопрофилактики. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.